Погорельцы общежития в Усть-Абакане так и не дождались обещанной помощи. Еще в декабре в одной из комнат произошел пожар, погиб двухлетний ребенок. От огня пострадали и соседние помещения. Тогда на место трагедии выезжал лично Валентин Коновалов. Говорил о поддержке, однако до сих пор последствия несчастного случая не устранены. Репортаж Марии Добрыниной. Дверь просто сырость попала и звездка, вот и замкнула по ручке, по самой кисти, вот меня и стукнул. Угу. И что сильно стукнул? Ну, маленько тряхануло и все, счетчик выбило. Искрометный ремонт едва не привел Виктора Кретова на больничную койку. Не дождавшись помощи управляющей компании, люди сами решили отмыть копоть и побелить стены. Начали с коридора и санузла. В декабре в общежитии произошел пожар. Очаг находился в комнате, где проживала женщина с 3 детьми. Самой хозяйки в момент возгорания дома не было, она ушла в магазин. Когда вернулась, обнаружила 5-летнего сына в коридоре, а младшего найти из-за едкого дыма и огня не смогла. 2-летний малыш погиб. Вот что у нас случилось. Просто как сейчас людям жить? Просто бардак. Сгорел ребенок. На место трагедии тогда выезжал лично глава республики. Валентин Коновалов поддерживал людей и обещал помочь. Однако с тех пор прошло 2 месяца, в общежитии по-прежнему перебои с электричеством, повсюду торчат оголенные провода. Отремонтирована только комната погорельцев, и то на деньги соцзащиты. Как быть с остальными помещениями, непонятно. Товарищ Коновалов, где он? Он был здесь после пожара. Он здесь был, он говорил, что да, мы приедем, мы все восстановим. И вот 2-й месяц вообще ничего нет. Сказали, что на общежитии очень много долгов, из-за этого ничего не будет. Долги в общежитии действительно есть и немалые. Однако люди не понимают, за что должны платить. Здание в ужасающем состоянии. Не только снаружи, но и внутри. Все трубы сгнили, крыша словно решето. Проводка давно не соответствует никаким нормам безопасности. После пожара люди жили без электричества несколько недель. Проводку провели пару дней назад, но энергоснабжающая компания отказывается ставить счетчики, а это значит, проживающим здесь придут баснословные счета за электричество. Получить комментарий от управляющей компании «Перспектива», которая обслуживает общежитие на Пионерской 51, удалось только по телефону. В коридоре он все восстановил. Сняли расчетки, что там никто не платит. Это не к нам. Обратитесь к Коновалову. Он обещал. У управляющей компании, я вас правильно понимаю, денег нет восстанавливать? Там никто не платит. 95% жителей не платят. С вашим начальником можно как-то поговорить? Нет. Почему? Воспоминания о декабрьской трагедии еще слишком свежи, и жильцы общежития готовы сделать все, чтобы она не повторилась. Например, сейчас женщины добиваются, чтобы на доме установили пожарную лестницу, которой в многоэтажке никогда не было, на случай, если придется спасать свои жизни. Однако в Госпошнадзоре эту обязанность тоже переложили на управляющую компанию, которая жалобы жильцов слышать не хочет. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.